Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Ashtapraeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatютама Шлоке Бхактир Бхавати Наишники. Таня Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны примите. И у нас сегодня Шримад Бхагаватам, 6 песнь, 4 глава, 47 стих. Текст. Hare Krishna ძვირფასო ერთგულებო მიიღეთ ჩემი თაყვანისცემა დღეს ვკითხულობთ შრიმად ბჰაგავატამის მეექვსე სიმღერის მეოთხე თავის 47 ლექსს. Читаем санскрит, пословный перевод. Хамавасам эвагре наньят кинчантарам бахи самджнана матрам авьяктам прасуптам ива вишватаха. Пословный перевод. Ахам, я, верховная личность. Эва только. Асам был. Эва поистине. Агре в начале, до сотворения мира. На не, аньят по-другому. Кинча что-либо. Антарам помимо меня. Бахи внешний материальный мир. Самджнана матрам только сознание живых существ. Авьяктам непроявленным прасуптам. Спящая ива, как вишватаха повсюду. Итак, литературный перевод и комментарии его божественной милости Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада Ки Джай. Интересно, здесь сноска такая. Ладно. Перевод. До сотворения мира существовал лишь я и моя духовная энергия. Сознание тогда еще не проявилось и было подобно сознанию спящих. Комментарий очень большой Шрилы Прабхупады. Слово «ахам» указывает на личность. Веды гласят «нитья нитянам, четанаш четананам». Господь есть высший вечный среди многих вечных и высшее существо среди бесчисленного множества существ. Господь личность, но у него есть и безличная ипостась. И об этом говорится в первой песне Шримад Бхагаватам 2.11. Хваданти таттатва видастатвам ягьяям адваям брамети параматмити бхагаван ити шабдьяте. Следующие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Браманом, Параматмой, Бхагаваном. Однако понятия Параматмы и безличного Брамана возникают уже после сотворения мира. До этого Бог существует только как Верховная Личность. Как утверждается в Бхагавад-гите 18.55, Господа можно постичь только с помощью бхакти-йоги. Господь – это высшая причина творения, и познать Его можно только идя путем бхакти-йоги. Здесь бессильны умозрительное философствование и медитация, поскольку эти методы возникли уже после сотворения материального мира. Представление о Господе как о безличном Брамане или как о Параматме, пребывающей в сердце, так или иначе затронуты материальной скверной. Поэтому бхакти-йога — единственно истинный духовный метод познания Бога. Господь говорит: «Бхактья мам абхиджанати». Познать меня можно только преданно служа мне.
Итак, слово «ахам» указывает на то, что Господь как личность существовал и до сотворения материального мира. И когда Он во всем своем великолепии, прекрасных одеждах и украшениях предстал перед Праджапати Дакшей, тот, благодаря тому, что шел путем преданного служения, понял истинный смысл слова «ахам». Каждая личность вечна. Господь говорит, что Он существовал как личность до сотворения мира, агре, и будет существовать после его уничтожения. И это значит, что Он личность во все времена. И в подтверждение этому Шила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит стихи с 10 песни Шримад Бхагаватам, 9 глава, 13-14 стихи. Начантарна Бахирьясьяна Пурвам Напича Парам Пурва Парам Бахишчантар Джагато Йо Джагачая Тамматва Тамматватмаджам Авьяктам Мартьялингам Адхокшаджам Гопи Колукхале Дамна Бабанха Пракритам Ядхам. Верховная личность Бога не имеет ни начала, ни конца, ни внешней, ни внутренней стороны. Иными словами, Господь всепроникающий. Время не властно над ним, поэтому для него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Он в своем трансцендентном образе существует во все времена. Будучи абсолютным, чуждым всякой относительности, он не проводит различий между причиной и следствием, хотя он сам причина и следствие всего сущего. Этот непроявленный Господь, недоступный материальным чувствам, явился сейчас в человеческом образе. И мать Ешода, считая его обычным ребенком, привязала его веревкой к деревянной стуле. Верховный Господь явился во Вриндаване как сын Ешоды, которая однажды связала его веревками, словно обычного ребенка. Внешний облик и внутренняя сущность Верховной Личности Бога, Сатчитананда Виграха, неразделимы. Но когда Господь предстает в своем изначальном облике, недалекие люди видят в нем простого смертного. Аваджананти Маммудха Манушим Танум Ашритам. Хотя Господь не исходит в своем неизменном изначальном теле, мудхи, глупцы, думают, что это безличный браман воплотился в материальном теле и явился в образе человека. Материальное тело получают обычные живые существа, но не верховная личность Бога. Верховная личность есть высшее сознание, поэтому до сотворения мира непроявленным могло быть только изначальное сознание живых существ, то есть изначально присущее им сознание Кришны, которое в обсуждаемом нами стихе описывается словом Санджанана Матрам. Сознание же самого Верховного Господа – это тот источник, из которого возникло все сущее. В Бхагавадгите 2.12 Господь говорит: «Я и ты и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно». Таким образом, личность Господа всегда была, есть и будет абсолютной истиной. А в этой связи Мадхвачарья приводит стихи из Матсья Пураны. На Варно Хариства века, санскрит пропустим, это небольшой комментарий есть. Перевод сразу прочитаю. От изначального единого Господа Хари, обладающего множеством голов и рук, исходят бесчисленные существа, воплощенные в телах разного цвета. Во время полного уничтожения Вселенной все они остаются в тонкой форме и не проявляют присущих им свойств. Кажется, что Господь Хари в это время погружается в сон, но он не спит, а лишь возлежит с полуприкрытыми глазами. Богиня процветания, которую не привлекает никто, кроме Господа Вишну, как будто бы сливается с ним. Поскольку все существа в тонкой форме покоятся в то время в теле Господа Хари, это состояние называется слиянием с Господом. После уничтожения всего сущего Верховный Господь, поскольку его тело Сатчитананда Виграха, пребывает в своем изначальном облике.
Тела же других существ материальны, и когда мироздание гибнет, их тела смешиваются с материей, а сами души в своей тонкой форме находят пристанище в теле Господа. Господь всегда бодрствует, но живые существа, пребывающие в его теле, покоятся во сне до тех пор, пока материальный мир не будет сотворен вновь. Неразумные люди считают, что с разрушением материального мира верховная личность Бога лишается своих достояний. Но это не соответствует истине. Достояния Всевышнего всегда остаются неизменными, ибо Он пребывает в духовном мире, а разрушается только материальный мир. Из этих стихов также следует, что слияние с Верховным Браманом, Брахма-лина, это не лина растворение в буквальном смысле слова, ибо в сиянии Брамана душа продолжает существовать в своей тонкой форме. И когда материальный мир опять будет сотворен, она вернется туда и вновь обретет материальное тело, футва, пролетое. После гибели материального тела душа остается в своей тонкой форме и позже получает новое материальное тело. Это относится только к обусловленным душам, но не к Верховному Господу, который вечно пребывает в своем изначальном сознании и в своем духовном теле. Закончился, наконец, комментарий. Большой очень Шилхов упали. Харе Кришна. წავიკითხოთ სიტყვით თარგმანი. აჰამ, მე ღმრთების უზენაესი პიროვნება. ევა, მხოლოდ და მხოლოდ. ასამ, ვიყავი. ევა, აუცილებლად. აგრე. იქამდე, სამყაროს შექმნამდე. ნა, არ. ანიად, სხვა. პინჩა. რაიმე. ანტარამ, ჩემს გარდა. ბაჰი, გარეგანი. მატერიალური სამყარო გარეგანია სულიერი სამყაროს მიმართ. ამიტომ სულიერი სამყარო მატერიალურ სამყარომდე არსებობდა. სამგიანამატრამ, მხოლოდ ცნობიერება ცოცხალი არსებებისა. ავიაქტამ, გამოულენელი, პრასუპტამ, ძილის, ივამ, მსგავსი, ვიშვატა, ყველგან. თარგმანი. ამ კოსმოსური სამყაროს შექმნამდე მხოლოდ მე ვარსებობდი, ჩემს სულიერ ენერგიებთან ერთად. ცნობიერება მაშინ გამოულენელი იყო, როგორც მძინარის ცნობიერება. კომენტარები. სიტყვა აჰამ პიროვნებაზე მიუთითებს, როგორც ძველებშია განმარტებული, უფალი ურიცხვ მარადიულთა შორის უზენაესი მარადიულია და ურიცხვ ცოცხალ არსებას შორის უზენაესი ცოცხალი არსება. უფალი პიროვნებაა, მაგრამ უპიროვნო სახეც გააჩნია, როგორც შრიმად ბჰაგავატამში ანადგა 1:2:11. სწავლული ტრანსცენდენტალისტები შემცნობნი აბსოლუტური ჭეშმარიტებისა, ამ ორმაგობას მოკლებულ არსს უწოდებენ ბრაჰმანს, პარამატმას ან ბჰაგავანს. პარამატმისა და ბრაჰმანის გაგება სამყაროს შექმნის შემდეგ აღმოცენდა. მანამდე არსებობდა მხოლოდ ღმრთების უზენაესი პიროვნება. ბჰაგავად გიტაში 18:45 დადასტურებულია, რომ სამყაროს შექმნის უზენაესი მიზეზის ღმრთების პიროვნების შეცნობა მხოლოდ ფაქტი იოგას დახმარებით არის შესაძლებელი. სამისოდ ფუჭია ფილოსოფიური ძიებანი თუ მედიტაცია, რადგან აღნიშნული პროცესები მატერიალური სამყაროს შექმნის შემდეგ გაჩნდა. შეხედულებანი ღმრთების უზენაესი პიროვნების, როგორც უპიროვნო ბრაჰმანისა და პარამატმას შესახებ მეტნაკლებად მატერიითაა წაბილწული. მასაცადამე უფლის შეცნობის ერთადერთი სულიერი მეთოდი ფაქტი იოგაა. უფალი ამბობს, მხოლოდ ერთგული მსახურებით შეიძლება ჩემი შეცნობა. მატერიალური სამყაროს შექმნამდე უფალი არსებობდა როგორც პიროვნება, რაზედაც ამ ლექსში სიტყვა აჰამ მიუთითებს. როდესაც პრაჯაპატი დაქშა მიხილა მთელი თავისი დიდებით გამოვლენილი უფალი როგორც პიროვნება, მშვენივრად გამოწყობილი და მოკაზმული ერთგული მსახურების წყალობით, მან გაიგო ჭეშმარიტი აზრი სიტყვისა აჰამ. ყოველი პიროვნება მარადიულია, რადგან უფალი ამბობს, რომ როგორც პიროვნება იგი სამყაროს შექმნამდე არსებობდა აგრე და მისი განადგურების შემდეგაც იარსებებს, ანუ ყველა დროის პიროვნებაა. ამის დასადასტურებლად შრილავიშვანტ ჩაკრავარტი თაკურას მოჰყავს შემდეგი ლექსი შრიმად ბჰაგავატამიდან 10:13-14. ღვთების პიროვნება ვრინდავანში დაიბადა, როგორც დედა იეშუდას შვილი. დედამ უფალი ისევე დააბა თოყით, როგორც მშობლები აბავენ მშობლებრივ შვილებს. უზენაესი სხეულის გარეგანი იერი და შინაგანი არსებობა განუყოფელია, საჩიტანანდა ვიგრაჰა. მაგრამ
თავისი თავდაპირველი სახით მოვლენილ უფალს უგუნურნი ჩვეულებრივ ადამიანად მიიჩნევენ. თუმცა უფალი სამყაროს თავისი უცვლელი თავდაპირველი სხეულით ევლინება, ანუ უგუნურები თვლიან, რომ ეს უპიროვნო ბრაჰმანია, რომელმაც მატერიალური სხეული მიიღო და ადამიანის სახით დაეშვა დედამიწაზე. მატერიალურ სხეულებს მხოლოდ ცოცხალი არსებები ღებულობენ, რაც ღმრთების უზენაეს პიროვნებას არ სჭირდება. უზენაესი პიროვნება უმაღლესი ცნობიერებაა და ამიტომ ნათქვამია, რომ ცოცხალ არსებათა თავდაპირველი, ანუ დასაბამიდანვე მათთვის ნიშანდობლივი კრიშნას ცნობიერება, რაც მოცემულ ლექსში აღწერილია სიტყვით სამგიანა მატრამ, თავიდან გამოულენელი იყო, თუმცა ღმრთების უზენაესი პიროვნების ცნობიერება ყოველივეს არსებობის სათავეა. უფალი ამბობს ბჰაგავად გიტაში 2:12. არ ყოფილა დრო, რომ არ გვეარსება მე, შენ ან ამ მეფეებს. არც მომავალში შეწყვეტს რომელიმე ჩვენგანი არსებობას. ამრიგად უფლის პიროვნება იყო, არის და იქნება მარადიული აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ამასთან დაკავშირებით მათ თოჩარიას მოჰყავს ორი ლექსი მაცია პურანიდან. ყველაფრის განადგურების შემდეგ უზენაესი თავის თავდაპირველ სხეულს ინარჩუნებს, რადგან მისი სხეული საჩიდანანდა ვიგრაჰა დანარჩენ ცოცხალ არსებებს მატერიალური სხეულები აქვთ. ამიტომ სამყაროს განადგურებისას მატერიას ერწყმის, ხოლო სული სვავის ნატიფი ფორმით უფლის სხეულში პოულობს თავშესაფარს. უფალი მუდამ ხიზლობს უბრალოდ ცოცხალ არსებებს სძინავთ იქამდე, ვიდრე მატერიალური სამყარო თავიდან არ შეიქმნება. უგუნურნი თვლიან, რომ უზენაესი უფალი კარგავს თავის სიდიადეს კოსმოსის განადგურების შემდეგ, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ხდების უზენაესი პიროვნება უცვლად ინარჩუნებს თავის სიდიადეს, რა კი იგი სულიერ სამყაროშია და არა მატერიალურში, რომელიც ნადგურდება. ბრაჰმა ლინა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით არ არის უზენაეს ბრაჰმანთან შერწყმა, რადგან ბრაჰმანის სიალში მყოფი სული თავისი ნატიფი ფორმით ინარჩუნებს არსებობას მანამდე, ვიდრე სამყარო კვლავ არ შეიქმნება, რის შემდეგაც იგი ისევ მატერიალურ სხეულს იღებს. ამაზე მიუთითებს სიტყვები. როდესაც მატერიალური სხეული ისპობა, სული რჩება ნატიფის სახით, რომელიც მოგვიანებით ახალი მატერიალური სხეულით იმოსება. ეს ეხება მხოლოდ განპირობებულ სულებს და არა უზენაეს პიროვნებას, რომელიც მარად ინარჩუნებს თავის თავდაპირველ ცნობიერებასა და სულიერ სხეულს. კომენტარების დასასრული. Умагьянатимирандасya гьянанджана шалакая чакшурунмилитам йена тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам йена Бутале Своям Рупа Кадама Гьям Дадати Сва Падантикам Вандехам Шри Гурум Шри Ютапада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишака Витамшча Хе Кришна Каруна Синдхо Динабандхо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Varishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Pashtitya Deshatarine. Так, еще раз стих прочитаю. Хам Эвасама Вагрена Ядки Чанта Бахи Сам Джинана Матам Объектам Прасуптам Ива Вишватаха.
До сотворения мира существовал лишь я, и моя духовная энергия, сознание тогда еще не проявилось и было подобно сознанию спящих. კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ თარგმანი. ამ კოსმოსური სამყაროს შექმნამდე მხოლოდ მე ვარსებობდი ჩემს სულიერ ენერგიებთან ერთად. ცნობიერება მაშინ გამოუვნენელი იყო ისე, როგორც მძინარის ცნობიერება. Вот. Ну, здесь большой, да, философский комментарий Шрила Прабхупады. И, конечно же, наверняка многие вспомнили о том, что похожий стих во второй песне Шримад Бхагаватам начинается Чатуршлока Шримад Бхагаватам. ამ ლექსს ძალიან დიდი კომენტარები აქვს შილა პრაბჰუპადასი და ალბათ ბევრმა გაიხსენა, რომ მსგავსი ლექსი არსებობს შრიმად ბჰაგავატამის მეორე სიმღერაში, რომელთაც იწყება შრიმად ბჰაგავატამის ჩატურშულოკა. Да. Первая строчка, она один в один повторяется. Это 9 глава, во второй песне, 33 стих, там тоже начинается с того же «Ахам Васам Эвагре». და მეორე სიმღერაში ეს ლექსი პირველი სტროფი ზუსტად იგივე სიტყვებით იწყება, აი ამ სიტყვებით. И там стиху тоже огромный, большой комментарий Шрилы Прабхупады. Вот, и там он тоже вновь и вновь говорит о том, что абсолютно истинная личность, Верховный Господь есть личность. იქაც ძალიან დიდი კომენტარებია შილა პრაბჰუპადასი და ის კიდევ და კიდევ ამბობს, რომ აბსოლუტური პიროვნება, უზენაესი უფალი არის პიროვნება. Вот, и здесь тоже он начинает этот комментарий с этого же опять акцента, говоря, слово «ахам» указывает на личность. და აქაც ის კომენტარებს იწყებს იგივე აქცენტით, ის ამბობს, რომ სიტყვა აჰა მიუთითებს პიროვნებას. И похожая ситуация, потому что там во второй песне тоже Господь Брахма, вот он, мы знаем эту историю, он родился на лотосе, вот, первое живое существо, и он, когда родился, он увидел, что вокруг все темно, и не понимал, как бы, источник всего. და იქაც მსგავსი სიტუაცია, იქ უფალი ბრაჰმა დაიბადა ლოტოსზე და გარშემო იყო წყუდიადი უკუნითი და ვერ ხვდებოდა ვინ იყო ყველაფრის წყარო და სად იმყოფებოდა. Вот, он не понимал, в смысле, откуда он взялся и что он должен делать. Вот, он там пытался сам и, как сказать, самостоятельно, своими усилиями постичь, что здесь происходит, что там внизу этого стебля лотоса находится. ვერ ხვდებოდა რა ხდებოდა და თავის საკუთარი ძალებით შეეცადა გაეკვია თუ სად იყო რა ხდებოდა ლოტოსის ღეროში. Вот, это попытка идти восходящим путем познания, которым сейчас идут все ученые, познать мир, изучая его, разглядывая, разбирая там и так далее. მეცნიერებიც ამგვარად ცდილობენ, რომ სამყარო შეიცნონ, თვითონ თავისი საკუთარი ძალის ხმებით ცდილობენ დაათვალიერონ, დააკვირდნენ, შეისწავლონ. Вот. Но в отличие от ученых, Брахма, как бы понял, что его собственными усилиями это невозможно, и когда он услышал наставление, такой звук, что надо совершать аскезу, и он погрузился в эту аскезу. Тапа. მეცნიერებისგან განსხვავებით ბრაჰმამ საბოლოო ჯამში მიხვდა, რაც შემდეგ რაც ხმა მოისმინა ტაპა, რომ საკუთარი ძალის ხმებით ვერ მიაღწევდა და ასკეზები უნდა გაეარა. Вот, и там описывается, я не буду как бы подробно описывать, в общем, он удовлетворил Господа своей аскезой, Господь явил ему свой Даша, пожал ему руку, как равному, как другу. და მან დააკმაყოფილა თავის ასკეზებით, უფალი მოევლინა მის წინაშე, ხელით ჩამოართვა როგორც თანაბარ მეგობარს. Вот он
увидел весь духовный мир, там красивое очень описание духовного Вайкунхи, планет Вайкунхи. მანიხილა მთელი სულიერი სამყარო აიკუნთას პლანეტების ძალიან ლამაზი აღწერილობაა. Вот. Вначале говорят, что он даже показал ему Кришналоху, изначальную обитель Господа Кришны. აჩარიები ამბობენ, რომ მან კრიშნა ლოკაც კი აჩვენა თავდაპირველი სამყოფელი უფალი კრიშნას. Вот. И там молитвы его, которые он возносит Господу, Господь доволен его молитвами. Вот, и он ему вот произносит четырехслоку, и где-то уже вот эта первая строчка начинается так с тех же слов Ахама Васама Вагре. და უფალი კმაყოფილი წარმოთქვამს ჩატურ შლოკას და ეს იგივე სიტყვებით იწყება აი ამ სიტყვებით ეს შლოკა. Вот. И, то есть Брахме надо было творить, и он должен был создавать Вселенную. Здесь похожая тоже ситуация с Дакшей, потому что ему тоже надо было творить, чуть в меньших масштабах, но тоже там творить различных, заселять Вселенную живыми существами. ბრაჰმასაც შექმნა ესაჭიროებოდა იმ მომენტში და დაქშასაც უბრალოდ მასშტაბში განსხვავება, დაქშას უბრალოდ სხვადასხვა ცოცხალი არსებები უნდა შექმნა ბრაჰმას მთელი სამყარო. Вот, и почему можно задаться вопросом, почему же Кришна повторяется? და შეიძლება დავსვათ შეკითხვა, რატომ იმეორებს კრიშნა ერთ და იგივეს? И там в молитвах Господа Брамы он как раз, он в принципе, у него было беспокойство или страх небольшой, да. Он не боялся творить, у него как бы кипела эта лунная страсть, и он хотел творить, он хотел сотворить под руководством Господа, сотворить то, что предназначено, то, что должно было создаться. ბრაჰმას შემთხვევაში, როდესაც ის ლოცვებს ამბობს, გარკვეული ღელვა ჰქონდა მას. რადგან მან უნდოდა შექმნა, იცოდა რომ უნდა შეექმნა ეს ვნების ენერგია ჰქონდა მას შექმნის სულ და შეექმნა უფლის მითითებების თანახმად, მაგრამ ფორი აქ ჰქონდა, არ იცოდა როგორ გაეკეთებინა ეს. Вот, и он говорит о своем беспокойстве, там в одной из молитв он говорит, я буду создавать, творить, и молюсь как бы о том, чтобы только эта деятельность не заставила меня возомнить самим. То есть гордость не заставила меня подумать, что я Всевышний. ის თავის ლოცვებში ამბობს თავის ღელვის შესახებ, ასევე ამბობს ლექსში, რომ მე ვდარდობ იმაზე, რომ ამ შექმნის პროცესმა ისე არ გააკეთოს, რომ მე გავამაყდე ამით და ვიფიქრო, რომ აი მე ვარ ყველაფრის წყარო და მე ვქმნი თავად. Да, и это на самом деле ко всем нам относится, и поэтому он здесь тоже Дакши напоминает, что я стою за всем этим. Ахам и Васам Вагре, да. ეს Я ყოველ ჩვენგანსაც стою за всем. ეს ყოველ ჩვენგანსაც ეხება და ამიტომაც დაქშას ის აქაც ახსენებს ამას, რომ მე ვდგავარ ყველაფრის უკან. Вот, и в принципе это тоже к нам, ко всем относится, потому что мы все тут действующие, вот, и в процессе деятельности очень легко впасть в иллюзию, что я творец, я тут что-то делаю, от меня что-то зависит, вот, и я так или иначе источник чего-то в этом мире. და ჩვენს გვეხება ეს, რადგან ჩვენც აქ რაღაცებს ვქმნით, ვაკეთებთ და ძალიან მარტივია შევარდეთ ამ ილუზიაში, რომ მე ვქმნი, მე ვაკეთებ, მე ვარ შექმნის წყარო ამ სამყაროში.
Вот. И поэтому он дальше тоже напоминает об этой же опасности и говорит, что я стою за всем этим. То есть до всего начала любой деятельности всегда я есть, я был, вот, до в начале, до сотворения, во время сотворения и после сотворения, то есть всегда. ამიტომაც ის დაკრას ეუბნება, რომ მე ვარ ყველაფრის უკან, მე ვიყავი შექმნამდე, მე ვარ შექმნის პროცესში ყველაფრის უკან და მე ვიქნები შექმნის შემდეგაც. Вот, потому что это как раз опасность, ну, осознание себя Творцом Господа, в принципе, ну, в обыденном, ну, понимании религиозном, любые верующие, они как бы называют его Творцом, потому что он творец же, он творит. რელიგიური ადამიანები ღმერთს ეძახიან შემქმნელს, რადგან ის ქმნის. Он сотворил мир, нас и так далее. И в процессе деятельности вот этот принцип творения, он, ну, он, как сказать, мы как частицы Бога, мы тоже вот этим желанием что-то как-то действовать, потому что душа действительно по природе, ну, деятельна по природе, как Прабхупада объясняет. Вот. И эта деятельность, она может воплотиться вот в желании что-то делать, и впасть можно в иллюзию, что я источник как бы этого, что я творец, что от меня зависит все. ჩვენც ასევე უქმნით შექმნის პროცესით, რაღაცებს ვქმნით, დაკავებული ვართ ამ შექმნის პროცესით და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მე ჩემზეა დამოკიდებული ყველაფერი, მე ჩავარდეთ ამ ილუზიაში, რომ მე ვქმნი, მე ვაკეთებ. Вот. Хотя в поведении Шрила Прабхупады к Бхагавад-гите, он там интересный термин употребляет, что душа может быть только, как он говорит, соработником Бога, ну, то есть помощником Бога, ну, то есть, или по сути слугой. და შილპრაპადა საინტერესო სიტყვას იყენებს, თუმცა სულზე, რომ ის არ არის შემქმნელი, ის არის შემქმნელის დამხმარე, ანუ სიტყვა co და ინგლისურ სიტყვას. Вот, и эта опасность, она существует, ну, как бы с самого начала творения, и поэтому Господь и предостерегает таких вот уполномоченных личностей, которых Он же сам уполномачивает создавать в этом что-то в этом мире, Он их предостерегает о вот этой опасности впасть в гордость, вот это эгоизм и подумать, что я здесь творю. ეუფალი სხვებს ავალებს, აძლევს შესაძლებლობას, რომ სხვები მას შექმნან შექმნის პროცესში და ის თავიდანვე ეუბნება ამას, რომ მე ვდგავარ ყველაფრის უკან, რომ ამგვარად დაიცვას ისინი, რომ ჩავარდნენ იმისგან, რომ ილუზიაში ჩავარდნენ, რომ მე ვარ ყველაფრის წყარო და მე ვმოქმედებ. Вот, и это, кстати, ну и в принципе с этого начинается тоже вот иллюзия или падение как бы души, от падения души от Бога, вот с того, что возникает чувство как бы отдельности, что я тоже что-то могу. აქედან იწყება სულის დაცემა ღმერთისგან, როდესაც ის გრძნობს განცალკევებულობას ღმერთისგან, რომ აი მე შემიძლია რაღაცის კეთება. Есть ступени вот этого отпадения от Кришны, и первая вот эта ступень, она называется Бахирмуха, это когда душа, ну, отворачивается от Кришны, ну, то есть смотрит, ну, дословно Бахирмуха, это значит, он смотрит вовне, не на Кришну, а в другую сторону. დაცემის პირველი ეტაპი არის ბაჰირმუქა, როდესაც სული ზურგსაც ქსევს კრიშნას და კრიშნას კი არ უყურებს, სხვა მხარეს იყურება. Вот, и потому что в духовном мире там все всегда, там нету такого, чтобы душа не видела Господа. Вот, даже ну, в этих кажущихся разлуках с Господом
Душа в своей медитации, она всегда видит его, всегда думает о нем, помнит его, вот, ну, прославляет, говорит о нем, слушает о нем. Мы знаем, что в духовной реальности нет отличия между звуком, именем и личностью. Поэтому там они всегда видят Господа. რადგან სულიერ სამყაროში სულ ხედავს კრიშნას იქ კრიშნას პიროვნებას, ფორმას, სახელს შორის განსხვავება არ არის, ამიტომაც ისინი უყურებენ უფალს. Вот. Но поскольку у нас есть эта толика независимости или свободы воли, которой нас наделил Господь, вот иногда, как Ачарья объясняет, у души появляется как бы первое вот это падение, первый шаг как бы от падения от Бога, он возникает из мысли, ну типа, да, Господь есть, Кришна есть, ну как бы я тоже вот что-то могу, хочу сделать. То есть она еще მაგრამ верит в Кришну на этой ступени, но у нее есть уже начинается отдельное сознание. მაგრამ რადგან სული დამოუკიდებელია, მას უჩნდება ეს ფიქრი, რომ მეც შემიძლია რაღაცის კეთება ცალკე კრიშნას გარეშე. Вот. Там потом, я уже сейчас на санскрите не помню, там следующий шаг это когда уже называется, по-моему, аварана, майя аварана, ну, когда майя чуть уже больше накрывает, и тогда уже, то есть на первой ступени как бы Кришна, да, есть, он, конечно, хороший, красивый, привлекательный, ну, вот я тоже как бы неплохо. На второй ступени уже возникает вопрос, как бы, да, кто такой Кришна? Ну, и непонятно, кто он, Бог он или не Бог. Может Бог, а может нет. პირველ ეტაპზე სული ფიქრობს, რომ მეც შემიძლია კრიშნას გარეშე რამის კეთება, ხოლო მეორე ეტაპზე, როდესაც უფრო ფარავს მაია, ის ფიქრობს, რომ საერთოდ ვინ არის კრიშნა, ღმერთია არ არის თუ ვინ არის საერთოდ ეგეც არ ვიცი. Вот, но как бы я тоже, в принципе, неплох. Как бы могу что-то. Вот. Потому что душа, она, в принципе, обладает могуществом потенциальным, большим очень. И она его может реализовывать тоже. მეც Независимо от Бога. И поэтому не возникает. Ну, я тоже неплохо могу что-то делать. მეც არ შემიძლია რამის ცუდად კეთება, მეც შემიძლია რაღაცის კეთება, რადგან სულსაც აქვს გარკვეული შესაძლებლობები, რომ ღმერთისგან დამოუკიდებლად აკეთოს რაღაც და ფიქრობს, მეც შემიძლია რამის კეთება, მეც შემიძლია ამის კეთება, მეც არ ამიშობს. Вот. А потом следующее уже еще шаг от падения, уже возникает мысль, да, есть ли он этот Кришна? Да, непонятно вообще, существует ли Бог, как сейчас люди говорят, да, кто его знает, есть он или нет, непонятно. Может, შემდეგ его и нет. შემდეგი ნაბიჯი დაცემის არის, რომ სული ფიქრობს, საერთოდ არის კრიშნა თუ არ არის, როგორც ეხა ფიქრობს ადამიანები. რა ვიცი, იქნებ თუ არ არის კრიშნა, არსებობს საერთოდ. Как есть такое философское направление агностики, агностицизм. Они говорят, типа, ну, там есть, наверное, что-то, но непонятно что, и как бы его, в принципе, постичь невозможно. არის ასეთ ფილოსოფიური განხრა აგნოსტიკები, ისინი ამბობენ, რომ კი, რაღაც ძალა არის, მაგრამ რა არის, არ ვიცი, ვერ მიაღწევ, ვერ გაიგებ რა არის, რაღაცა იქნება ალბათ. Вот. Ну и на этом этапе, так, кстати, это притча есть известная, может, даже вы слышали, когда там 4 друзей, они шли и уперлись в стену какую-то высокую и не знали, что за ней. არის ასეთი ისტორიაც 4 მეგობარი მივა და მიადგებიან კედელს და არ იცოდინებათ რა არის ამ კედლის იქით გაშტერდებიან. Вот. И решил один из этих друзей залезть на стену, посмотреть, что там наверху. Вот он залез, вот, туда на стену. А они трое внизу стоят, и он посмотрел туда, воскликнул «Ах!» и упал туда, за стену. ერთი ავიდა, გადაიხედა, ორი
სამი დაბლა იდგა და რომ გადაიხედა დაინახა და და გადავარდა იქით კედლის იქით. Вот. И эти трое друзей подумали, не, ну надо нам тоже узнать, что там вот они. И они тоже все втроем залезли туда, вот, и тоже заглянули, вот, и тоже воскликнули удивленно, ах, и тоже туда упали. სამი მეგობარიც გაყურებული იფიქრეს რომ ჩვენც უნდა გადავიხედოთ რა ხდება იქო მათაც გადაიხედეს დაიყვირეს და დაეცნენ იქით მხარეს. Ты знаешь, это как бы притча, любят эти философы, которые говорят, что непонятно, что там в духовной реальности. И, короче, о ней ничего сказать нельзя. Поэтому просто о ней не надо ничего говорить. ამ ფილოსოფებს უყვართ ეს ისტორია, ისინი ამბობენ რომ ვერ გაიგებრა არის იმ რეალობაში, მათზე ვერაფერს სიტყვი არაფერი არ უნდა თქვა. Никто не знает, что там, и поэтому никто не может ничего об этом сказать. არავინ იცის იქით რა არის, ამიტომაც ვერავინ ვერაფერს სიტყვის ამ თემაზე. Вот, ну и потом уже душа вовлекается в эту активную деятельность, в иллюзии вот, свои, и, соответственно, приходят в процессе этой деятельности последствия. შემდეგ სული ერთვება ამ ილუზიაში, თავის მოქმედებების პროცესში და რა თქმა უნდა ამას მოყვება თავის შედეგი. Вот, и последний, как Ачари называет, последняя ловушка Майи, самая опасная. Ну, потому что когда живое существо здесь в этой бурной деятельности, последствия этой деятельности приходят к ней, и они приходят в виде страданий в том числе. И эти страдания ее толкают на вот этот последний шаг от падения, и она хочет освобождения. Все, устала, здесь мучиться, все, хочу და мокш. მაიას ბოლო სატყუარა არის, როდესაც სული ამ მოქმედების პროცესში ტანჯვასაც იღებს და შემდეგ ის ფიქრობს, მე დავიღალი ამ ტანჯვით და მას სურს გათავისუფლება. Вот. И Шрила Прабхупада Ачарья объясняет, что в этом, вот этом последнем и самом опасном ловушке Майи тот же самый эгоизм остается, осквернение эгоизмом, потому что желание освобождения, желание не страдать, это по сути все равно, потому что я, ну, я же Бог, я же здесь Творец, поэтому ну, я не должен страдать. და გათავისუფლების აშარიები ხსნიან, რომ ეს გათავისუფლების სურვილიც არის ეგოიზმიდან გამომდინარე. მე ხომ ღმერთი ვარ, მე რატომ უნდა ვიტანჯებოდი? ამიტომაც მე არ უნდა ვიტანჯებოდე. Вот, и поэтому иногда, конечно, преданные, вот этот вопрос всех мучает преданных, как же можно там упасть с духовного мира. რა თქმა Странно. უნდა, Но ეს შეკითხვა აწვალებს ყველა ერთგულს, როგორ უნდა დაეცა სულიერი სამყაროდან. вопрос, конечно, относится к категории Ачинтия, и Прабхупада на него рекомендовал не ломать над ним голову. ეს შეკითხვა ჩინტიას კატეგორიაში შედის და პრაბჰუპადა გვაძლევდა რეკომენდაციას, რომ დედა ტვინი არ ვიჭყიდოთ ამაზე. Вот. Но в лилах Господа Чайтаньи есть два эпизода, где, в принципе, даже в присутствии Господа его спутники, они ну, впадали в иллюзию. მაგრამ უფალი ჩაიტანიას ლილებში არის ორი ეპიზოდი, რომ უფალი ჩაიტანიას დროსაც კი ორი მისი თანამგზავრი ილუზიაში ჩავარდა. Вот. Один случай это когда он во Вриндаван пришел с Брамачари, как его звали, я забыл, который его сопровождал. Ну, неважно, в общем, с этим спутником вылетело из головы его имя. ერთი შემთხვევა, როდესაც ბრაჰმაჩარი დაეცა, რომ მის გარშემო დამავიწყდა უბრალოდ მისი სახელი, მის თანამგზავრი იყო. Вот, и когда там стали приходить люди, рассказывать, что они видели Кришну, что Кришна опять танцует там ночью на Ямуне, на этих головах змея Кали, там все там что-то, какие-то огни там видно.
მასთან მოვიდნენ და დაუწყეს ლაპარაკი, მაი ჩვენ კრიშნა ვნახეთ იქ კალიას გველის თავებზე ცეკვავდა. Вот, и там несколько дней люди приходили и рассказывали об этом. В конце концов, его вот слуга, как же его звали? Вот, он, ну, в общем, неважно, да. И он подошел к Балабадра Господу. Батачария. Гиридари Прабhu. О, Балабадра. да, спасибо. Я еще думаю, вылетел. Балабадра Батачари, да. И он подошел к Господу и стал говорить, можно я, говорит, пойду посмотрю на Кришну? ეს უფალთან მივიდა და უთხრა, შეიძლება კრიშნას შევხედო. Вот, и Господь Чайтанья дал ему пощечину просто. და უფალმა Говорит, ჩაიტანიამ მას უბრალოდ да, გაუწუნა. ты же, говорит, ученый человек, что ты глупости говоришь? Когда Кришна, говорит, в Кали-югу, когда, говорит, он приходит? ეხო სწავლული ადამიანი ხარ, რა კრიშნა კალიუგაში როდის მოდის კრიშნა? Вот. И второй случай, он еще как бы как символичнее, это когда он путешествовал по Южной Индии, отправился в путешествие по Южной Индии, и ему дали слугу Кришнадаса. მეორე შემთხვევა, როდესაც ის სამხრეთ ინდოეთში წავიდა სამგზავროდ და მსახური მიუყვანეს მას კრიშნადასა. Вот, и в одном из мест в Южной Индии там эти бхататхари, которые, как говорят, это название цыган, они там с помощью своих женщин соблазнили этого Кришнадаса и как бы увели его в свой лагерь. და იქ ფატა არ ვიცი რაღაც სახელი თქვა, ეს ქალები შეაცდინეს ეს კრიშნადასი და წაიყვანეს თავის ბანაკში. Вот, то есть даже непосредственно, будучи спутником Господа, можно впасть в майю, оказывается. ანუ გამოდის Вот, რომ но უფლის თანამგზავრით შეიძლება იყო და მაინც დაეცე მაიაში. вот, ну возвращаемся к этому стиху, а то у нас уже время. Тут больше просто комментарий и одну еще тему, может быть, успеем может, чуть коротко обсудить. მაგრამ მოდით კომენტარებს დავუბრუნდეთ, რადგან დიდი კომენტარია და ექნება ერთი თემაც მოვასწროთ, რომ მოკლედ განვიხილოთ. Вот, потому что Прабхупада здесь очень интересное утверждение делает, что гьяна-йога там, и гьяна и йога-медитация, эти методы ну, оскверненные, потому что их не существовало до сотворения материального мира. რადგან შლაპრაპადა ძალიან საინტერესო მტკიცებას ამბობს, გიანა და იოგა დაბინძურებული მეთოდებია, რადგან ისინი არ არსებობდნენ მატერიალური სამყაროს შექმნამდე. Вот. И очень серьезный аргумент, ну, как аргумент в силу, в тему того, что если мы хотим прийти к Богу, вот, понять Его, да, то только метод бхакти-йоги нам поможет. ეს ძალიან ძლიერი არგუმენტია, რომ თუ ღმერთის გაგება გვინდა და მისი მიღწევა მხოლოდ ფაქტი იოგა დაგვეხმარება ამაში. Вот. И Прабхупада здесь этот упоминает стих из Бхагавад-гиты Бхактия Мама Киджанати, где Кришна говорит, познать меня можно только преданно служа мне. კრიშნა და შლაპრაპადას მოყავს ლექსი ბაგავად-გიტადან, სადაც კრიშნა ამბობს, რომ მხოლოდ ჩემი ერთგული მსახურებით შეიძლება ჩემი შეცნობა. Вот, и ну вот есть эти три пути, как бы вот карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. И по сути, ну карма-йога, он не является трансцендентным путем. Вот гьяна-йога, там она подразделяется на вот эту гьяну и медитацию, на аштанга-йогу. არის სამი გზა სინამდვილეში, კარმა იოგა, გიანა იოგა და ბhakti იოგა. კარმა იოგა, გიანა იოგა იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის медитация და ასევე аштанга იოგა. Вот, но то есть метод
ну, постижение какого-то предмета, он должен соответствовать этому объекту, да? მაგრამ მეთოდი რაიმე ობიექტის შეცნობის უნდა შეესაბამებოდეს ამ ობიექტს. Вот, вот это гьяна и аштанга-йога, они соответствуют постижению именно Брахмани и Параматме, как Прабхупада пишет. Но они так или иначе затронуты материальной скверной. იანა და აშტანგა იოგა, როგორც შილა პრაბჰუპადა წერს, ბრაჰმას და პარამატმას შეესაბამება, მაგრამ დაბინძურებულია მატერიალური сибинძურით. Вот, и то есть что это означает? Что по сути они не выводят душу за, ну, из материального мира полностью не выводят. ეს ნიშნავს, რომ სინამდვილეში მათ სული მატერიალური სამყაროდან სულად არ გამოჰყავთ. Поскольку они сами по себе существуют только в пределах материального мира. Когда, как Прабхупада пишет, когда материальный мир создается, тогда эти пути возникают. რადგან ისინი მატერიალური სამყაროს ფარგლებში არსებობენ, როდესაც მატერიალური სამყარო იქმნება, მაშინ ჩნდება ეს გზები. Вот. Но Прабхупада говорит, ну и Кришна, в принципе, сам это говорит, нет, только бхакти-йога может вывести душу. Единственный истинно духовный метод познания Бога. მაგრამ კრიშნა, შილა პრაბჰუპადა და სინამდვილეში კრიშნაც ამბობენ, რომ მხოლოდ ბჰაქტი იოგა ერთადერთი მეთოდი ღმერთის შესაძლებლად. Люди просто любят, вот часто тоже это критиковал, представление о том, что да, все пути как бы ведут к одной цели. უბრალოდ ხალხს უყვარს ეს წარმოდგენა და პრაბჰუპადა ხშირად აკრიტიკებდა, რომ სინამდვილეში ყველა გზას ერთ მიზნამდე მივყავართ. Типа, и там, и видите, это путь хороший, там как эта фраза, я томат, татапат. Ну, на какой путь стал, типа, ну, нормально, ты придешь туда, куда и все придут. თუ თქოს, აი როგორ გზასაც არ უნდა დაადგე, ნორმალურია, იქ მიხვალ, სადაც ყველა მივა. Вот. Но нет, Прабхупада и Кришна, ну и Господь Чайтанья, более того, в читании Чаритамрити там есть эта история и утверждение Господа Чайтаньи, что те, кто ставят, ну, уравнивают другие пути с путем бхакти-йоги, они являются оскорбителями на самом деле. მაგრამ შილა პრაბჰუპადა და კრიშნა ამბობენ, რომ ვინც ბჰაქტი იოგას უთანაბრებს სხვა გზებს, სინამდვილეში შეურაცხყოფლები არიან ისინი. Вот. Там есть эта лила интересная тоже. Опять у меня память подводит. Мурари или Мукунда его звали. Опять меня только Акшаджи Прабху только может спасти меня. Который не этот. Ну, и ходил и туда, к Майяваде слушал лекции, и к преданным ходил. И Господь Чайтанье это очень не Мукунда, да. нравилось. Да. Как его звали? Мукунда. Мукунда, да, спасибо. იყო ერთი ერთგული მუკუნდა, რომელიც მაიავადებთანაც დადიოდა ლექციების მოსმენად, ერთგულებთანაც დადიოდა და ყველასთან დადიოდა. Вот. И когда Господь Чайтанья проявлял вот эту свою лилу, когда он говорит при этом, все, я этот, просите мне, что хотите, я вот даю благословение. И все приходили, звали других, и только Мукунду не позвали, когда преданные говорят, там как же Мукунда? Господь Чайтанья говорит, нет, он, говорит, оскорбитель, вот, потому что он, ну, вот эта концепция, что и там, и то нормально, и это нормально, она очень не нравится Господу. Он говорит, он никогда меня не увидит. შემდეგ Я იყო ему ესეთი ლილა, не дам я ему милости. იყო ესეთი ლილა გამოვლენილი, ფალი ჩაიტანი აძლევდა ყველას, რაც კიდათ მოგცემდო წყალობას და ყველა მოდიოდა და ერთგულმა უთხრას და მუკუნდავს არ დაუძახო თუ და ფალმა ჩაიტანი უთხრა, არა, მუკუნდას არ მივცემ წყალობას, რადგან ის ზუსტად ასე ფიქრობს, რომ ყველა გზა ერთ და იგივეა, ყველა გზა ერთნაირად კარგია. Вот. Ну, правда, закончилось все хэппи-эндом, потому что у Мукунды хватило как бы смирения. Когда ему преданные пришли, сказали, Господь не хочет тебя видеть. Он, конечно, очень
расстроился и сказал, ну, может, спросите, может быть, когда-нибудь я его увижу. მაგრამ ყველაფერი კარგად დასრულდა, რადგან მოკუნდას თავმდაბლობა იყო, როდესაც მას უთხრეს, რომ თქვა, რომ ის ვეღარ უნახავს. მან უთხრა და იკითხეთ, იქნებოდეს მე ვნახავ მას, როდის ვნახავ მას. Вот, и Господь Читание сказал преданным, скажите ему, что он меня увидит там через миллионы жизней. და უფალმა ჩაიტანიამ უთხრა ერთგულებს, უთხარით, რომ ის ვნახავს მილიონი ცხოვრების შემდეგ. Вот, и когда они ему передали его слова, он очень обрадовался, стал прыгать и кричать в экстазе, «Ува, я увижу, увижу Господа». Прям Вот это состояние его позволило Господу Читанию простить его. Он говорит, ладно, зовите его ко мне. შემდეგ, როდესაც ეს უთხრას მილიონი ცხოვრების შემდეგ ნახავ, ისე გაუხარდა ხტუნვადეს ყვირილი დაიწყო, რა მაგარია, ვნახავ მას მილიონი ცხოვრების შემდეგ უფალ ჩაიტანიას ვნახავ და როდესაც ეს გაიგო უფალმა ჩაიტანიამ, მან უთხრა, რომ მოიყვანეთ ეხლავე შევხვდები მას. Вот. Ну, в общем, это к тому, о чем Прабхупада здесь в первом разделе комментария говорит, что вот эти две концепции, они несовершенны, и они так или иначе не существуют до создания мира. Гьяна-йога, аштанга-йога. და ეს არის, რომ შრილა პრაბჰუპადა რასაც ამბობს, რომ აი სინამდვილეში ეს ორი კონცეფცია, გიანა და აშტანგა იოგა შექმნამდე, სამყარო შექმნამდე არ არსებობდა. Вот. Ну, там еще много, конечно, в этом комментарии тем интересных, но у нас просто все обсуждать. Но რაც самое главное, да, что Господь личности, то есть мы, как кришнаиты, у нас очень такая кардинальная, радикальная концепция, что только бхакти и никаким другим методом. Мы რა такие радикалы. რა თქმა უნდა, დიდი კომენტარებია. მაგრამ ეხლა დრო არ გვაქვს, რომ ყველაფერი განვიხილოთ, თუმცა ჩვენ კრიშნაიტები რადიკალურები ვართ და ვამბობთ, მარტო ფაქტი არანაირი სხვა მეთოდი. Вот. Мы не приветствуем, как это называется, синкретизм, когда там все объединяется, все хорошо, и то хорошо, и это хорошо. ჩვენ არ ვესალმებით იმას, რომ ყველაფერი ერთიანდება და ესეც კარგია, ისიც კარგია და ყველა ერთნაირად კარგია. Вот у нас только бхакти, и больше ничего, только чистое преданное служение Господу позволит нам достичь совершенства. მხოლოდ ფაქტი, მხოლოდ ღმერთის წმინდა ერთგული მსახურება მოგცემს საშუალებას, რომ სრულყოფილებას მივაღწიოთ. Вот, Хари Кришна преданные. Если есть, может, вопросы или дополнения какие-то, пожалуйста. Харе Кришна, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან დამატებები, შეგიძლიათ დასვათ. Харе Кришна, Гиритари Прабху, спасибо вам большое за лекцию. И правда, да, если подумать, вот факты же в духовном мире есть, а в духовном мире же всегда существует, а пьяная я штанга в материальном мире же только проявляются, в духовном мире же не надо. Нету. Да, интересно. Да, и Да, нет. да, у меня есть один вопрос. Вот, когда вы описывали историю Брахмы, когда вот эту историю, когда Кришна пришел, пожал руку, и он увидел в духовном мире, вот где она описывается, можете сказать, чтобы тоже посмотрел, интересно стало. Потому что в Это Бхагаватам не помню, вроде кратко это описывалось, Бхагаватам. Это вторая песня, 9 глава. Вот, и там, после того, как он вот эту аскезу закончил, вот, и там говорится, Господь явил ему взору свою обитель, Вайкунтху, и там есть описание там, планет, тела там обитателей, излучающие сияние обитателей Вайкунтхи, небесно-голубого цвета. Вот, причем разные цвета у них кожи, там, Брихат Бхагаватамри, типа, там есть тоже описание Вайкунхи, когда Гопкумар туда попал, и там
очень разные преданные Господа на Вайкунхе, разных цветов и разных тел, даже тела разные. Там, в общем, ну и там есть описание богини, процветания там, и даже эти, как его, э, ну, природы, то есть вот, немножко. Мгм. Спутники Господа, трон его, там, энергии. Ну, в общем, не подробное, но есть описание духовного мира, который увидел Брахма. Мгм. Понятно, спасибо большое. Да, Хари Кришна. Шиби Прабhu, Хари Кришна, мои Харе поклоны. Кришна, дорогой мой. Как дела? Спасибо, хорошо, все по милости Господа. Рад Очень интересная видеть. лекция. И у меня родился такой вопрос. Вот вы сказали, что карма-йога, она тоже как бы не принимается вайшнавами, но целая глава есть. Карма-йога – деятельность сознания Кришны. И я в комментариях Прабхупады сказал, что эта карма-йога, деятельность сознания Кришны, она как бы перерастает в бхакти-йогу, то есть и она имеет место, потому что мы как бы с самого начала нашей деятельности, если не будем действовать как карма-йоги в сознании Кришны, то мы не сможем достичь даже бхакти-йоги. То есть особенно это касается Ну, греха, которые ну должны делать да. таким образом. И вот я хотел спросить, э, это правильно? Или, может, я неправильно понял то, что там Прабхупада описывает? Неправильно все, Шиби Прабhu, спасибо за вопрос. Тут, когда говорят о вот этих классических трех путях карма-йоги, там, гьяна-йоги, бхакти-йоги, имеется в виду в чистом виде. То, что Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, он уже сразу говорит именно вот о карма-йоге в сознании Кришны. Это уже бхакти-йога с элементами кармы. Вот, то есть карма Мишра Бхакти это. А в чистом виде карма-йога, ну, она нам недоступна в принципе, потому что карма-йога подразумевает рождение в конкретной семье ведической, вот, варнашраме, в определенной варне, где с детства тебя проводят вот эти все эти самскары, начиная с Гарбадана самскары, и там 11 или 12 этих самскар. Ну, то есть строгая карма йога а, чистая, она подразумевает рождение определенное, воспитание, образование, там, изучение вед, и потом проведение вот этих всех яги в процессе своей жизнедеятельности семейной. Вот, поэтому она не относится к трансцендентному пути в чистом виде, потому что ее цель это дхарма, вот, дхарма, артха, кама и мокша. Это, поэтому Рупа Госвами в нектаре преданности он не включает Варнашаму Дхарму как бы, не, к элементам бхакти. Вот. А Прабхупада, он просто сразу говорит, и мы, в принципе, так как мы не рождены в этой ведической Варнашами Дхарме среде, мы просто вообще за пределами Варнашамы, и нам сразу только бхакти можно заниматься с элементами кармы. Вот. Поэтому деятельность, да, и мы сразу же начинаем Анги Бхакти же включать в свою деятельность. Мы повторяем святые имена, вот, служим божествам, вот, предлагаем пищу Господу, пытаемся там как-то участвовать в миссии. Это уже не чистая карма-йога. А чистая карма-йога, она даже да, духовным путем не считается трансцендентной. Да. Это для существования в этом мире, для наслаждения здесь, чтобы душа реализовала свои желания, там, как бы понаслаждаться здесь. То есть карма-йога, которая не осквернена бхакти-йогой, да? Да, да. Понятно.
Вот. Харе Кришна. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Харе Кришна. Да, Ратибушина Прабhu здесь вот еще тоже в чате написали что-то. Да, в чате написали, спасибо большое за лекцию и за перевод. Да, спасибо, спасибо всем преданным. Ну, скоро увидимся в начале, может, июня где-то. Проеду Харе Прабhu. через вашу святую обитель. Да. Хотел вас спросить, как бы мои услуги там понадобятся или нет? Потому что я как бы, ну там, я имею в виду на ретрит, потому что если да, ну как мы Да, да, говорили тогда, то я должен подготовиться здесь. Вы да, понимаете? да, да, И поэтому конечно. как бы я вот хотел узнать, да, вот это все. Конечно, да, все в силе. Ладно, хорошо. Да, Харе Кришна. спасибо, спасибо большое тебе за помощь. Да, вот, спасибо всем, дорогие преданные. Гранта Радж Шримад Бхагаватам ки джай, Шила Прабхупада ки джай. Гаура Примананда. Ариадна. Гиридхари Прабху ки джай. Шри Харе Гурудев, Кришна. Шри Гурудев ки джай. Хари Кришна. Спасибо большое.